Всем привет! Добро пожаловать на второй форум школьного образования «Взлетай». Здесь целых 9 тематических площадок, на которых будут обсуждаться различные аспекты школьной жизни. Обещаю, мы побываем на каждой. Какие у вас общие впечатления об этом форуме? Сегодня вообще прекрасная площадка. Я думаю, для вас, обучающихся, для наших школьников тоже будет очень много нового. Привнесено в прошлом году, как вы помните, появилась пятидневка. Вы стали больше высыпаться, больше общаться со своими родителями. Я думаю, такие же интересные проекты сегодня появятся тоже в рамках нашего школьного форума. Какие из площадок вы посоветуете посетить именно мне? Очень интересная площадка для, наверное, наших детей, для тебя в таком возрасте. Конечно, это физкультурно-оздоровительные площадки. Есть замечательные у нас воркаут-зоны, зоны по физической активности. Есть зоны, где можно проверить состояние своего физического здоровья. Здесь на форуме более 700 человек, директора школ, родители, представители образовательных организаций и все те, кому не безразлично, как будет развиваться система образования у нас в республике. А что вы делаете, чтобы ребята ходили в единой форме, а не как я в толстовке и джинсах? У нас Совет старшеклассников проводит рейды. И вот по итогам рейда мы уже делаем замечания этим учащимся. Приглашаем детей и приглашаем родителей и требуем, чтобы все приходили в школьной форме. Какой должна быть школьная форма, чтобы детям она нравилась, чтобы они хотели в ней ходить? Ну, наверное, прежде всего модный, стильный, но и, конечно же, рабочей, классической, чтобы учащиеся уже со школьных скамейки научились правильно одеваться. Пока вы учились в школе, как вы относились к школьной форме? Нравилось вам это или нет? Если честно, в моем детстве мне не нравилось. Чем тебе нравится твоя школьная форма? Ну, галстук красный, пиджак удобный. Мне нравится, потому что она такая красивая, и есть юбка клеточная. Она очень удобная, практичная, красивая и, просто шикарная, классная. Она очень красивая, элегантная. Как тебе такой костюм? Мне он очень нравится, он удобный, свободный, прикольный, удобно бегать. Я, как директор школы, хочу сказать, что ученики, одевая форму школьную, будут представлены как сильная, красивая, интеллигентная молодежь. Можно в старших классах придумать свои модели. А я, как директор школы, хочу сказать, что с 1 по 4 дети должны быть в единой школьной форме. Как думаете, у каждой школы должна быть своя форма, или все школьники Башкортостана должны ходить в единой форме? С учетом мнений детей и родителей мы принимаем все свои решения. Поэтому мы оставляем это право за детьми и с родителями. Как вы относитесь к реформе школьного питания? Вопросов там много. Я думаю, что все движения только к лучшему. Лично моя дочка никогда не жалуется, с каждым разом только лучше впечатление. И как моя дочка капризная по поводу питания, но она довольна. Что самое вкусное у тебя бывает в столовой? Мне больше всего нравятся, наверное, котлеты и макароны. Блинчики, борщ. У меня самое вкусное в столовой – это булочки с сахаром. На втором форуме школьного образования «Взлетай» обсуждаются самые актуальные вопросы сохранения и улучшения здоровья подрастающего поколения, создания психологически комфортной среды для обучения и воспитания нас. Для чего нужно сделать интернет безопасным для нас? Насколько я понимаю, насколько мы понимаем как организация, тебе сколько лет сейчас? 14. 14, да? И ты за 6 лет аккумулируешь очень большую историю. Историю в интернете. Твои лайки, твои комментарии.
твоя активность. И все это становится частью твоего цифрового профиля. И, соответственно, как бы, когда ты уже выйдешь во взрослую жизнь, пойдешь поступать в университет, ты, кстати, знал, например, что перед поступлением в университет тебя могут попросить предоставить ссылки на твои социальные сети? Нет. Ну вот. Как нужно заменить уроки физкультуры в школе? Ну, очень заменять уроки физкультуры в школе не надо, но надо обязательно проводить гимнастику, потому что гимнастика является основополагающим элементом вообще физической культуры. И она важна для формирования здоровых привычек у детей с самого раннего возраста. Насколько важно современному человеку быть спортивным? Ну, спорт – это вообще главная составляющая в жизни каждого человека. Ну, возможно, даже не спорт, а физическая культура для его здоровья, для его самоощущения, ну и, конечно же, для долголетия. Нужно ли в школах сделать физкультуру одним из главных предметов, чтобы школьники ее не прогуливали, просто не уходили с физкультуры? Ну, конечно, физкультура чаще всего для школьников это самый любимый предмет, то есть они там бегают, прыгают, им это интересно. Ну, конечно же, надо делать физкультуру разнообразной, чтобы им чем больше видов деятельности, тем интереснее ходить на занятия. Обучившись в течение года, ваш ребенок просто едет с вами на море и не боится воды. Насколько важно нам, школьникам, играть в шахматы? Ведь есть много других разнообразных игр. Ну, во-первых, шахматы – это нравственно-интеллектуальное развитие, позволяет мозг работать интенсивно, приучает к дисциплине, хладнокровно оценивать любую стратегическую ситуацию, которая может и в жизни возникнуть. То есть, сидя за доской, любой молодой человек анализирует и выстраивает линию поведения, то есть вот так утрированно говоря. Это поможет очень сильно в жизни, чтобы быть хладнокровным, выдержанным и стойко переносить любые тяготы. У нас жизнь многогранная, сложная, так же как шахматы. Вот это вот самые положительные качества. Как сделать так, чтобы шахматы были популярным видом спорта среди школьников? Я думаю, что здесь мало того, чтобы нас папы или дедушки учили, важно очень, чтобы это еще и было в школах. Вот мы над этим работаем, чтобы в школах у вас была возможность даже после уроков прийти и поиграть в шахматы. Вот как раз вот этот форум наш, где мы сейчас находимся, этому и посвящен, как наше государство, наше правительство относится к вашему воспитанию, вот, чтобы вы могли беззатратно не искать, не платить деньги, а в школах научиться играть в шахматы. Как вы считаете, зачем школьникам нужен еще один предмет? Ну, этот предмет, он очень важен, потому что здесь изучаются основы религии, разных религий. Человек культурный должен иметь понятие обо всех религиях. Это часть культуры всех народов. Эта идея, она была не нова, эта идея всегда существовала. Зачем ребятам нужен еще один предмет в школе, тем более такой сложный? Уважаемый Никита, изучение курса ОРГС начинается в 4 классе. И многим кажется, даже педагогам, что это рано. Подростки наши не готовы воспринимать мировые религиозные культуры. На самом деле, этот курс, во-первых, он является частью обучающего курса «Окружающий мир», то есть относит его такую общую обществоведческую часть. А во-вторых, он предвосхищает новый предмет для пятиклассников – это историю. То есть, таким образом, он является тем базисом, на который уже лягут взгляды более старших подростков, перешедших в общее звено. Теперь ответ на ваш вопрос. Для того, чтобы отвечать вызовам современности, дети должны знать хорошо свою культуру. И, во-первых, это развивает. А во-вторых, новые знания, они всегда нужны и полезны. Ведь цель образования – это приобщиться к культуре, то есть узнать мировую культуру. Человека, знающего, уже труднее обмануть. Он уже может сопротивляться каким-то манипулятивным техникам. И именно такой подход к изучению религиозной культуры, общий, светский, культурологический, именно сейчас необходим на потребу дня. Ведь согласитесь, наша культура, она вся родилась из религии. Наши ученые все тоже, они были религиозными деятелями.
И поэтому необходимо знать их, необходимо изучать их мировоззрение. И если мы начинаем учить основы мировых религиозных культур и светской этики в 4 классе, то уже потом продолжаем изучение в более старшем звене. И естественно, что ребенку воспринять это все, культурологическое наполнение нашего образования, намного легче. Какие вопросы обсуждаются на вашей площадке? На нашей площадке рассматриваются вопросы взаимоотношений между школой и больницей, скажем так, да, между органами здравоохранения и между органами образования, между школами, училищами нашими учреждениями среднего профобразования, нашими детскими садами. Мы рассматриваем вопросы диспансеризации школьников, диспансеризации дошкольников, рассматриваем вопросы профилактических прививок, рассматриваются вопросы предоставления помещений медицинским организациям в школах, как должны быть лицензированы эти кабинеты, кто должен их лицензировать, школа либо больница. Вот эти взаимоотношения сегодня рассматриваются. Также мы сегодня рассматриваем проект «Здоровая улыбка». Это оснащение наших школьных кабинетов, медицинских кабинетов стоматологическим оборудованием. Стоматологический кабинет уже у нас появляется. И с этого года, с учебного года 2019-2020 учебного года у нас 61 стоматологический кабинет был оснащен на средства Республики Башкортостан. Это по одной школе в каждом муниципалитете наши дети проходят уже медицинские профилактические стоматологические осмотры. На сегодняшний день уже 1557 школьников прошли медицинский стоматологический осмотр. Как у вас в Бурайском районе обстоят дела с внешкольным отдыхом? У нас в Бурайском районе внешкольный отдых организован на достаточно высоком уровне. Ежегодно летом до 95% детей охватывается летним отдыхом. Работает успешно у нас загородный лагерь «Таныp», 15 центров дневного пребывания при школах, лагеря труда и отдыха 14. В школьном проекте «Взлетай» участвуют 1814 десятиклассников. Для их обучения привлечено около 300 преподавателей. Все для того, чтобы повысить уровень готовности старшеклассников к самореализации и становлению во взрослой жизни. Увидимся в ближайшем светлом будущем. Пока!